Николай мне, смотрите, что презентовал. Это маленькая уточка, конечно, совсем. Вот еще утка. Буду готовить, ни разу не пробовал сам делать. Почитаю, как это делается, поизучаю. Говорят, что Якутск город кишками наружу. Везде пересечен такими вот трубами, потому что под землю их не убрать, да, из-за вечной мерзлоты. Ну, в этом какая-то прелесть тоже. Всем привет! Мы с вами находимся близ Якутска, под Сопками. Сейчас подъехали, пока вот там находится ресторан местной якутской кухни Чучурмуран. Я там был уже несколько раз, но еще что-то как-то не снимал. А едем мы в усадьбу Атласовых. Это этнографический комплекс. Я познакомился с Николаем. И вот он решил показать мне настоящую якутскую кухню. Говорит, что у тебя очень мало роликов получилось в итоге с якутской кухней. И вот его друг, тоже Николай, он шеф-повар в ресторане. И вот возникла у Николая такая идея, говорит, а давай-ка съездим, что-нибудь там интересное приготовишь, национальную якутскую кухню. Вот такая фишка. Сейчас, пока они еще не на месте, мы решили немножко покататься по округе. Ну и потом вас со всеми познакомлю. Просто хотел вам кое-что показать. Вот как здесь в Якутии сохраняют старые дома. Вот эти домики, я так понимаю, что их перевезли из центра, там идет демонтаж конструкций, ну, строят новые здания. И, собственно, люди для сохранения этих зданий демонтируют их, вот, номеруют. И здесь вот их обратно собирают. Сохраняют историю, потому что сохранение истории — это очень важный момент. История — это наше все. И самое страшное, когда люди теряют свою историю, а еще страшнее, когда ее нам переписывает кто-нибудь другой в своих интересах. Кстати, у Николая скудик, как у меня. Все, мы с ним познакомились, он преподает в школе ученикам, ну, их как кружок журналистики. Вот, и предложил мне просто провести урок ребятам, поделиться опытом просто со школьниками, с ребятами. Вы посмотрели так тоже, ну ладно, с этим я поработаю. Ну вот как раз ты что-то делаешь, а у тебя что плохо получается, как-то нехорошо. Но на самом деле неудача — это, наоборот, путь к победе, это опыт любая. И вот еще вот говорят, что есть моменты в жизни у людей, когда какие-то сложные моменты помогают нам идти вперед. То есть это действительно так. То есть зачастую, когда у нас все гладко, все ровно, у нас теряется мотивация, и мы сидим. А когда какие-то потрясения происходят, как раз это есть для многих толчок вперед. Впервые в своей жизни я был преподавателем. Поближе с ним познакомились, и вот захотел мне как-то помочь информационно в этом плане, что какие-то мне идеи предлагать. Потому что видишь, что я тут сам кручусь, верчусь, ничего не знаю. Мне нужна такая информационная поддержка. Николай говорит, оказывается, здесь есть возле Якутска горнолыжники, ребята катаются. Было, скажи, сейчас не знаю. Было, да. Вот мы решили, пока катаемся, проверить, поискать. Вон там подъемник идет, а в этом распадке скатывались люди. Кроме лыжников и сноубордистов, значит, работает, да? Хорошая болезнь. Попали мы, оказывается, в клуб больных лыжами людей. Да. Вот познакомились, это участники клуба горнолыжников. Вираж. Вираж, да? Называется клуб Вираж. Клуб Вираж. Вот предлагает угоститься мне костным мозгом. А мозг — это где мозг? Вот там Вот это, да? там вот, ну давайте я вам сейчас это Ну-ка. организуем. А зовут вас? Герман. Герман. Очень приятно, Игорь. Научите, Коля, как это кушать. угощайся, вот уже почищенный, вот. Хлебушка. Сейчас это все перец. Ой, а это он Это сыр, ну такой мерзлый. Вот его надо. именно так, мерзлый? Да, а вот это вареный. В смысле, это сырой получается он, да? А? Я сейчас сырой съел? Да, а вот вареный. А ты, Ничего наверное, себе. вареный тебе мама там с холодца Я дала? только вареный пробовал, да. Ну, видишь как. Ничего себе. Ну, сейчас и вареный попробуй, вот вареный, например. Я могу, О. ух ты, вот так вот он. О, Кулинарный вечер начинается раньше запланированного у нас, оказывается. это энергетическая тема, Я люблю такую импровизацию. потому что это сюрпризы. белок, самое что ни на есть, в холодную погоду восстановить, да? Это белок же именно, да? Скажи. Обязательно. Холодную зиму. Солички что-то надо подсолить. Самый настоящий экологический продукт. Соль. Мы еще, правда, видишь, вы на бульон не попали. Мы бульон вот, Кончился, вот да? только что в стаканчиках выпили. А это чьи гости? Какой? Это якутская корова. Корова, да? Блин, я вот эту замороженную ни разу не пробовал. И тут она просто Вот она, видишь? еще? замороженная кость, да, это прям вообще такого никогда Да, не видел. да. То есть ее замораживают, а потом просто вот размораживают и ломают, да? Разбиваешь ее вот этим обухом топора. И вот это и кушаешь. Вот это круто. Меня иди сюда.
У Венеры сегодня рай для собаки, это мешок Мешок с костями. говяжьих костей. Да. Венера, будешь кушать кости? Ну, что ты? Камеру стесняешься? О, что ты стесняешься? Интересный домик, сделан так. Как-то вот Коля говорит, как будто бы в Альпах. Там кушаем. Вот получается подъемник. Можно здесь арендовать, сноуборд, лыжи. Время 15:44 еще. Ну, без 15, в общем, 4. Сейчас идет же на укорочение до 25-го. Еще укорачиваться. Да, да. А потом наоборот удлиняться без дыр. Ну, в общем, да, нужно все быстренько днем успевать, чтобы успеть. Вот мы чуть-чуть там. Табык, видишь? Табык. А, ну такой звук у нее. Ну только там палками. Это ураса, да, правильно я запомнил? В общем, мы с вами находимся в этнографическом комплексе усадьба Атласовых. Глаза разбегаются. Столько всего вокруг. И надо концентрировать свое внимание. У меня с этим проблемы. Я постоянно вот так вот все. Ну, начни с чего-то. Начну вот с этого. Мне вот это очень интересно, что это за штука. В виде шаманского бубна сделан. У нас седла. Это чурон. Вот, Атласовых родители. Вот, оказывается, Василий сам изготавливает Вот бубны. Давай сейчас. Он прям... Его потрогать можно чуть-чуть? Потрогать, да? Ух ты, она прям сырая. Это оленя шкура, да, больше ее отделали? Ничего себе. Ну-ка, вот так вот прям. Вот видно, что она прям... Потом она Офигеть. И стягивается потом, да, и становится вот... И этот стол вы тоже сами сделали? Пойдемте посмотрим. Да, ничего себе. Вот они вот. А потом рисунки наносятся. Вот, например, большой вот. Это никто такого не делал, вот видишь. Вот только я начинаю большие делать. Ух ты, звук какой. Вот как бы. Там струны еще у вас? Ничего себе. Это директор называется, со струной. Николай. О, здравствуйте. Николай? Очень приятно. Можно я ударю, да? Можно. Струны там сзади? Да, да. Просто гитарные струны, да? У вас тоже насыщенный. Это А тоже- палочек нет у вас? Только- Есть. Можно? Ух ты, ну-ка давайте. Сейчас вспомню. Руки-то должны помнить. Это для получения низкого, а это высокого. Ну-ка. А более такой мягкий звук получается. Это вы для кого-то делаете это все? Ну, для себя. Для себя, да? Для души. А вы сами играете? Ну, сам нет. Тут надо начинать? Чего нет? Ну вот Коля, внуки у меня есть. Я и барабан. Они так и делали вот сзади струну раньше, Раньше да? делали струну. Можно я сниму? Вот? То есть Раньше из конского сделали. я вот пытался рассказать о вашем комплексе, но я понимаю, что я ничего не знаю, поэтому, наверное, у вас это лучше получится. Так, ну как появилось, это мне не Так, примерно. получалось, у нас в 90-х годах построили первый туристический комплекс в Мигро-Конгласском Мусе. Там примерно в 96-97 году у нас посещало где-то по будням 3-4 тысячи человек. По выходным это 7-8 тысяч человек. Но потом уже очень много комплексов было открыто по республике, получается. И мы переехали сюда, в Якутск. И уже вот сколько, 2000-х годах переехали сюда. Да, сделали усадьбу. Да.
20 лет уже почти, да, получается? Ничего себе. Ну, или 30 лет. 30, суммарно с 30 Да, собрали, да? суммарно с 30 лет. Здорово, много. То есть у вас именно цель, чтобы сохранить, да, культуру, Да, традиции да. якутскую именно. Вот. Показывать одежду, культуру саму, инструменты сейчас показываем, какие инструменты были. Это было то, что я начал делать о кухне, но как-то, ну, один ролик сделал и все, а тут можно вообще классно все получить, показать. Ну, да. Со стороны Мороженое делаем первое, сделали из местных сливок, получается. как оно называется, это Учу. мороженое? Чу называется? Как? Чу. Утчу? Да, ну то есть на улице выходишь сразу, Утчу. первый слог чу. Не, у него есть Вот. какое-то название, они мартышки, что ли, или как-то? У мартышек, когда вот минус 40, 38, ну такая температура, у него свойственно, то есть вкус этого холода есть. А, Ну, впитывают, то есть, ну, да, самого воздуха получается. Кухня, она же, по идее, она же театр. В принципе, такая идея уже витает второй год. Давай сделаем. В основном у нас все комплексы в голове живут. Что-то кто-то там кровяную колбасу не любит, допустим. Но он ее не пробовал, но он уже не любит. Человек потом не знает, а что это я съел? А ты Ну же да. кровяную, фу, говорит. А когда, ой, вкусно, говорит, понимаешь? У меня кавказцы в Москве, вот я привез и им попробовать дал. Они такие, о, это что-то мясное, что-то, что это такое? Я говорю, это печень же ребенка, говорю, они, фу, как ты посмел нас накормить? А до этого говорили, вкусно, вкусно, там, понимаешь? Интересно, есть что-нибудь о чем я не знаю? Какая-нибудь голова утки, например, там, в соусе, я не знаю. Харта пробовал? Да, я с него начал знакомство с ничего, съел, нормально. Я всеядный, в принципе, я с удовольствием все готов есть. Там останется только склеить, там, и все. У меня все же такие ролики, что импровизация, просто с хорошими людей встречаю, и это все, оно автоматически людям передается, и носа все, теплота такая. А на YouTube по-другому не заработать получается. Вот я думаю, что придумать, Духовники чтобы... минус 50. Да. Так-то, ну, может быть, все-таки потом получится с такими там именно программы делать Ну да. для моей планеты, например. Ну, почему Ну нет? да. Говорили, что это камень счастья. Просто можно я сниму, если А, можно, конечно, да? ага. Сейчас тогда скажите. Вот знакомьтесь, хозяйка этого дома Валентина Иннокентьевна Ага. Атласова. Атласова, муж Василий. Вот по его Ага. идее мы 30 лет строим. У нас так-то 9 комплексов, а по республике мы поставили 10 с лишним. До этого у нас туризм, это вот взяли рюкзак и пошли. А мой муж задумал туризм, это когда вот людей тянет смотреть, кто как живет. И поэтому надо дома ставить. И вот однажды нам приносит этот камень. Приносит у нас олимпийский чемпион Роман Михайлович Дмитриев и говорит, что это камень счастья. И мой муж сразу его отнес в институт геологии. Ученые люди обследуйте, говорят, что это камень счастья. Из чего состоит и правда ли нам поможет. И через неделю пришли геологи, говорят, у вас живой камень. И я приспросила, а что это означает живые камни? Они говорят, живые камни падают с гор, они гладенькие. Мгм. Значит, хоть как поворачивай, хоть как держи, будешь думать о чем-то, информация сразу пойдет в космос. А там у нас считается, 9 небесами на небе обитают силы светлые, которые помогают людям. Этот самовар – работа паровой фабрики, а это ручная работа. А этот самовар выкупила моя бабушка, выехав за 60 километров сама на лошади. Выкупила за 9,5 рублей. Как они действуют? Это- Они так же, как на углях. На углях? Мгм. Как? Только работа фабрики. То есть туда просто угли засыпаются, Да, ага. получается? Здесь вода, а здесь вот. Угли в центре. Да, угли, То есть ага. их сначала Угли, палочки можно. тут огонь прям идет же, Да, да? ага, огонь. А, то есть Открытый кидаешь. огонь. Класс, а вы их не Это запускаете ручной. иногда? Мне кажется, Ну да, ручные... запускаем вот. 300 лет, да, вот этим чуронам вы Да, сказали? ага. Вот такой, например, сосуды для напитка мы сделали из цельного куска березы. Мелкий сосуд считается 3-литровый. Мелкий. Ага. Делали, когда сын родится. Всего 3 вида узора. Это изгородь, чтобы не пропустить зло, напиток. А это вот позвоночный узор. И это говорит, пусть мой мальчик, когда подрастет, будет очень богатым человеком. Пусть у него будет много-много скота. Ага. А это пути дороги, прямые линии, тоже 7 ярусов. И говорит, пусть пути дороги моего сына
всегда будут открыты. Что задумает, все сам будет делать. Никого ждать не будет, никого просить не будет. У него такая вот сила будет. И люди, когда вот выпивают отсюда кумыс, они заряжаются энергией грома и молнии. И люди, владеющие этой силой, они нацеленные люди. И говорили, у них стержень внутри. В любом этапе жизни они плохо не сделают. Они будут нацеленные творить, делать что-то и попутно делать добро, благо людям. Да, это вообще. То есть каждый сосуд несет символ. Вот, например, этот сосуд тоже из 3 видов узоров состоит. У них такие маленькие ножки получаются, да? Да, это ручка. Ручки. Это 5-литровый. Наливая кумыс до метки верхней, встречают гостя высокого. А гостей определяют, высокий гость идет, богатый идет или нет, по убору лошади. Насколько, да? Да. Если есть пластинчатое серебро на этих седлах, на украшениях, будет отблеск от солнца. И сразу готовится встречать. Видел, что блестит, да? Хитро. Вот это вот можете взять в руки, почувствовать. Угу. Дерево, вес, кажется, с виду огромный. Легенько, я сейчас думал, да, 2 руками надо. Класс. Это вот нарост, растущий на корню лиственницы. Березовый кап. Лиственница, Нет, да? это лиственница. То есть тоже из нароста сделано? Мне муж показывал, они разного размера и желто-оранжевые. Это цельный кусок, да, Да, был? Цельный такой нарост? Когда это какого, сделано? получается? 18 Начало начало 18 18 века, если вот такой узор есть. Ничего себе. Узоры-обереги женщины округленной формы все. И узор трава. Женщина из семечка выходит, продолжает чей-то род. Поэтому верхние силы оберегают женщину со всех сторон. Мужской ящик, он 4-угольник. Его обереги ромбовидные. А верхние силы, обитающие на небе 9 ярусами, оберегают мужчину только с 4 сторон. Север, юг, восток, запад. Но при этом мужчину одаривают самым сильным оберегом, 5-глазым узором. Значит, мужчина тоже со всех сторон оберегается. Это почему? Потому что мужчины разных народов мира держат от земли обеими руками. Труд огромный, тяжелый, поэтому век мужчин очень короткий. Но если женщина хочет, чтобы муж с ней рядом состоялся, должна за ним очень хорошо ухаживать. Минимум 4 раза дать питаться в день и посезонно менять одежду. Все, больше достаточно, да? Приодеть да покушать, покормить. О, кто у нас там? А это благословение матери, дочки своей. Это украшение лошади сбоку кочет очень богатой невесты. Пришла богатая невеста в нашу род. Вот, И говорит, доченька, верхними силами нам дается 3 духа. Дух матери красного цвета, потому что человек из матери выходит с кровью. Потом вдыхает воздух, чтобы остаться в живых. Дух воздуха – светло-голубой шелк в данном случае. Головой вниз человек приходит в Срединный мир и решает там остаться. У него есть дух земли. Пусть твои 3 духа будут воедино, чтобы ты была сильная, крепкая, здоровая, тебе рожать. Это первая задача невесты. Ей где-то 13-14 лет, не больше. Так же, как все женщины разных народов мира рожали в 13, 14, 20 раз. Если из них выживет хотя бы 2 или ребенок, это счастье. Тем более в Якутии это страшно. Выживали мало. То есть в 13-14 лет рожали? А 20 раз это что значит? Ну, вон сколько, 7 девочек и 9 мальчиков. Получается где-то вот... Это конкретный род, я правильно понял, да? Это... И девочка обязательно должна выехать в дом жениха. И чтоб она по дороге не плакала, потом больная не была, больных детей не рожала. Делали много-много колокольчиков. Лошадь идет, они позвягивают, рассеивают думы этой девочки. Она развлекается этими звуками и не подпускает к ней злых духов. Ну что ж, это была вступительная часть знакомства с домом Атласовых, с семьей. Мне очень понравилось, очень хорошие, приятные люди. Очень много интересного рассказали. Столько, сколько мне рассказали, наверное, все не вставлю в ролик. Очень много всего было интересного. Чтобы вы не устали смотреть, немножко сокращу. Поэтому я думаю, что я разобью, наверное, это все на 2 части. Первая часть будет знакомство, а
А потом уже мы что-нибудь поготовим. С Николаем договорились, примерно какие мы, ну, симпровизируем, на самом деле. Он подумает, какие интересные блюда можно показать, и вот покажем вам национальную якутскую кухню, какие-нибудь фишечки. Все, до встречи уже на кухне. Всем пока. Николай хочет придать мне немножко профессионализма моим роликам. Хочет. Получается, они всю технологию именно с Китая привезли, все оборудование. Не просто так, а конкретный завод. Ну, он здесь в Якутске Да, находится. А как они же там собирают, например, на севере, и пока он сюда едет, он же уже как-то меняется. Север это вся Якутия, считай, Ангаласские улицы. А, здесь уже? Да, здесь же собирают. Я думал, север-то вот куда вот 1000 километров туда. Золотой чай получился. Золотой чай получился. И, скорее всего, тоже с Нюргиадой. Где? Заморщиковой, где? Посидите, поговорите о чае. Это она вот этим Да, занимается, она занимается этим. И она просто расскажет много чего интересного. То есть, как Кстати, всё это происходит. отдельная тема, Да, наверное. Откололся кусок. И теперь он получил вот такую форму, теперь он весит всего 5 килограммов. Из 5 40% здесь минерал кремний. Это очень много. Значит, хоть как поворачивай, хоть как держи, будешь думать о чем-то, информация сразу пойдет в космос. А там у нас считается 9 небесами на небе обитают силы светлые, которые помогают людям. Средней частью ладони прикрывают. Стоит вот так лучше, потому что на юго-востоке самые сильные божества. Ага. И о чем подумаете, все идет к небу. Ага. Если хотят дождя, дождь захотят, будет делается летом дождь и так далее. Дождя мы не будем сейчас. Давай, потеплее тогда. И там тепло, и снег Хочу идет. морозов обратно. Да. Но ты-то уедешь в Петербург, кстати, понимаешь?